Добрый день, уважаемые зрители. В эфире очередной выпуск передачи «Редколлегия», и веду ее я, Заболотский Сулустан. Наши коллеги Виктор Джамаханович и Николай Борисович сейчас находятся в городе Гудермес, где проходит обучение на военных корреспондентов. Сегодня мы продолжим обсуждать тему специальной военной операции, а именно ту помощь, которую оказывают наши медики Донбассу, а также Луганской Народной Республике. Недавно наши врачи вернулись из ДНР, где провели более 1500 консультаций. Операции, которые они проводили, они считаются уникальными, так как они зачастую проходили под обстрелами. И прежде чем мы перейдем к обсуждению, позвольте я представлю наших гостей и участников. Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Николай Бугаев, председатель Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Гаврилов Чукур, главный редактор газеты «Саха-Сиря». Аргунов Дмитрий, замдиректора телеканала «Якутия-24». Белолюбский Найкентий, глазной хирург Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Итак, Иван, расскажите, пожалуйста, сколько времени вы пробыли в ЛДНР, какая работа за это время сделана и что вас удивило, что запомнилось больше всего? Надо сказать, что мы выполняли поручение главы нашей республики Александра Сергеевича Николаева по тому обращению, которое было в его адрес направлено от председателя правительства Донецкой Народной Республики Виталия Павловича Хоценко по направлению высококвалифицированных специалистов для оказания медицинской помощи на территории города Кировска Донецкой Народной Республики. Мы провели порядка 2500 консультаций. Конечно, это большой объем работы для той больницы. Коллеги работали, не покладая рук, 12-14 часов, не было выходных. И большая, наверное, заслуга врачей в том, что был оказан большой объем медицинской помощи, было возвращено здоровье людям и даны необходимые консультации. И в ответ мы получили очень теплые слова благодарности. И эти слова благодарности, наверное, и позволяли снять ту усталость, которая у врачей накапливалась на протяжении вот этого периода работы. А мы там пробыли около 3 недель. Надо отметить, что мы работали не только на территории города Кировская, часть врачей офтальмологической больницы еще выезжали на территорию Луганской Народной Республики, проводили операции в городе Луганске. И вот из всего, что в первую очередь согревает наши сердца, это были вот чувства признательности якутским врачам. Таких эмоций, таких слез, когда люди благодарят, мы, честно, не видели давно, потому что у нас все-таки это обычный период нашей жизни, оказания медицинской помощи, люди к этому уже привыкли, и надо отметить, что здравоохранение в Якутии, оно является одним из передовых в Российской Федерации, кто бы что ни говорил, потому что все познается в сравнении, а людям там такая помощь оказывалась впервые. И, конечно, эмоции их переполняли, они захлестывали нас вот от той энергии, которую они нам дарили. Иван, а можно вот тогда уточниться, да? Вы сказали, что Якутия как передовой, имеющий опыт, вы поехали туда, и вот состояние, ну, по вашему направлению, да, вот офтальмологии в ДНР, ну, вообще как оказывалась помощь там, чем мы ушли вперед, и вот обмен опытом, шефство, да, так называемое, вы будете, наверное, продолжать? Расскажите, пожалуйста. Да, безусловно, отвечу сразу на последнюю часть вопроса. Шефство будет продолжено, потому что Якутия пришла туда не на 1 месяц, а на перспективу ближайших 3 года точно. И мы планируем все равно еще организовать выезд, потому что остались еще пациенты планового порядка, которым помощь необходимо оказать. Что касается в целом вот проведения таких манипуляций, как факоэмульсификация катаракты, то мы же это выяснили прямо на месте, что такого вида помощь, она бесплатно не оказывалась в принципе. То есть катаракту за деньги делают? Только за деньги, да. Значит, там оказывалась бесплатная помощь только экстренная в случае необходимости. Значит, оказывались консультативные услуги бесплатно в рамках их бюджетного финансирования. У них нет понятия такого, как страховая медицина, и они должны только перейти на стандарты Российской Федерации с 1 марта 2023 года. И тогда уже будут полиса, страховые компании, соответственно, контроль качества
такой, как он у нас сейчас организован на территории России. И для этого нужно пройти большой период обучения, большой период становления, потому что мы почувствовали разницу из школ, разницу подходов в организации медицинской помощи. И понятно, что этот путь можно проделать только совместными усилиями. Это по всей Украине, значит, вот такая система, да? Да, это и по Украине, ну и понятно, да, что ДНР и ЛНР пока находились в составе Украины, конечно же, были по такому же принципу работали. И вот сейчас задача Российской Федерации полностью распространить работу страховой медицины на эти территории, чтобы у людей была возможность получать большой спектр медицинских услуг бесплатно. Вот у нас коллега Стефан Георгиев, который с нами тоже ехал, он сказал очень хорошую фразу недавно на пресс-конференции, что мы не ценим то, что имеем. Вот поверьте, да, мы увидели, как там организовано и как у нас помощь оказывается, когда люди там могут анализы в ближайшие там, пару дней все сдать, пройти и рентген, и КТ, вот когда ковид был, да, а они весь ковид, значит, прошли на рентгенаппарате 1985 года. Вот весь город так вот проходил пандемию. Я думаю, Иннокентий Николаевич как раз добавит по оборудованию офтальмологическому, которое он увидел, когда зашел в кабинет офтальмолога, ну и сделал тоже свои выводы. Когда мы зашли в кабинет окулиста, там была только таблица и очень старый набор линз, когда проверяют. Да? И то линзы были не все. Уже часть была потеряна, самая ходовая, не знаю. Очень сложно в таких условиях, конечно, оказывать помощь. И у них не было врача-офтальмолога, там была только медсестра. Да? Поэтому получить полное плановое обследование невозможно. Даже когда что-то экстренное со стороны глаз у них происходит, тоже в самом Кировском получить помощь невозможно. Они куда-то обращались в соседние города. Скажите, а по каким вопросам пациенты чаще всего обращались к вам? Или были какие-то уникальные случаи? Ну, самый, скажем так, основной случай, по которому к нам обращались пациенты, это, конечно, снижение зрения. И чаще всего мы диагностировали катаракту. Так как бесплатной помощи по поводу катаракты нет, поэтому не все люди обращаются на той стадии, когда операцию сделать, скажем так, можно достаточно легко. Да. Большинство тех пациентов, которые к нам приходили, уже были на стадии, когда катаракта уже приобретала значительную твердость, и операция в таком случае, конечно, требовала больших усилий, большего времени. Да? Вот. И, ну, естественно, кроме этого были и глаукомы, заболевания сетчатки, и травм много. Получается, при отсутствии офтальмолога вот такая частая травма, которую Кировская получает, потому что там есть шахты, это попадание осколков угля в глаз. Вот. Даже такую помощь они не могли получить, получается, им даже по этому поводу приходилось уезжать куда-то. А такие пациенты шли к нам практически ежедневно, потому что шахта там, по-моему, самая большая на Украине. Да, Комсомольск Донбасса. То есть вот это вот банальная вроде процедура удаления куска абразива, к примеру, из глаза, там, иголочкой, я лично проходил тоже. Не было такого? Не было. Шахтеры, допустим, если вот кусок угля попадает, они ну, либо вымоют, либо вот так и ходят, страдают. А некоторые приходили к нам уже спустя довольно длительный промежуток, они думали, что вот оно выйдет, но оно не выходит. Кошмар. Я немножко адресую как человеку государственному вопросу. Да? Все-таки Ивана Петровича я расцениваю как лицо государственное, ну, в связи с этими событиями и так далее. Иван Петрович, как вы думаете, стоит ли сравнивать новые регионы России и арктические, к примеру, зону? Вот у нас же существует программа там «Земский доктор», там, «Земский учитель» и так далее. Будут ли программы направлены на то, чтобы в кратчайшее время приблизить стандарты медицины, в нашем случае, да, к общероссийским, ну, используя вот подобного рода программы, ну, например, «Донбасский доктор»? Я думаю, что это все возможно и не исключено, потому что сейчас этим территориям уделяется особое внимание. Ну вот первое, да, вот та подшефная работа, которая сейчас проводится.
Ведь не просто так туда коллеги заходят по разным направлениям деятельности. Вот Якутия, да, хорошо работала по школе, так, хорошее оснащение. Сейчас Сын Сергеевич, когда там был, пообещал, значит, поддержку и по IT-технологиям, чтобы пройти обучение тем ребятам, которые там будут в дальнейшем учиться, получить новое программное обеспечение. Плюс к этому по жилищно-коммунальному хозяйству, значит, наши коллеги из ГУП ЖКХ вместе с руководителем сейчас до сих пор там проводят работу как раз по отлаживанию работы котельных, по строительству водовода. Вот сидит человек, который непосредственно эту работу как бы Конечно, участвовал. поэтому и ведь эта работа уже приближает конкретно закрепленный город к стандартам Российской Федерации. Понятно, вот мы сейчас приезжали, коллеги, которые были вместе с нами, это и кардиологи, и неврологи, и там, рентген-лаборант был, и врач УЗИ, они же проводили еще мастер-классы, потому что вот конкретно в этой больнице есть свой кардиолог, есть свой невролог, и мы были как в помощь и поддержку, чтобы коллегам объяснить, каким образом выстроена работа по данным направлениям в Якутии, ну и, соответственно, так как мы работаем по нормативным документам Российской Федерации, то как она выстроена работа в целом в стране. И они были удивлены по некоторым позициям, потому что там и тактика лечения была на уровне там, 2000-х годов, когда мы еще так работали, а сейчас новые клинические рекомендации утверждены, новые подходы с учетом тех научных исследований, которые есть. И понятно, что для них это было своего рода открытие. И мы сейчас дальше будем продолжать эту работу, потому что задача-то, чтобы там научить специалистов, и чтобы они уже самостоятельно работали. Нельзя же бесконечно ездить с десантами, потому что иначе не будет той эффективной работы, которую хотелось бы. Коллеги очень к этому хорошо отнеслись, у них горели глаза, и я думаю, что результат от этого будет очень хороший. Первая информация пошла, что планируется такой выезд. Ко мне очень много в соцсетях написало людей. Это и медсестры, это анестезисты, это хотели с вами поехать, да, да? хирурги, это терапевты, значит, были фельдшера, которые просто сказали, да, мы готовы поехать, и там прямо работать. Бригаду? Да, но там надо было понимать, что там была конкретная заявка на конкретных специалистов, да, и поэтому мы, и, к сожалению, мне людям пришлось отказать в их желании командироваться, но оно было похвально, я их всех поблагодарил за то, что они готовы были поехать, но надо понимать, что специалистов, вот в которых они нуждаются, мы как раз и подбирали совместно с Министерством здравоохранения Республики по нашей необъятной Якутии. Первое, принцип, чтобы не ухудшился у нас здесь объем оказания медицинской помощи, и в то же самое время, чтобы это были высококвалифицированные специалисты, чтобы они там оказали реальную помощь. И у них было добровольное желание. Вот две основные вещи, по которым проводился отбор. Значит, в течение месяца мы их отобрали. Это были вот два кардиолога с республиканской больницы номер 2 и СРБ-3, рентген-лаборант, потому что надо было запускать маммограф, который просто стоял, а исследование надо проводить. Значит, он с РБ-3 тоже Александр. Значит, это был врач-невролог с Мирнинской центральной районной больницы, два офтальмохирурга с нашей больницы и операционная медсестра, и врач УЗИ-диагностики с республиканской больницы номер 2, потому что там стояло два аппарата, на них надо тоже работать, а там всего врач УЗИ на 0,25 ставки, и, конечно, большой объем той же самой диспансерной работы, которую провели, охват тех людей, кто нуждается вот как раз в первичной диагностике, в том числе онкологических заболеваний, он был очень важен. Все-таки на Донбассе имелись свои медицинские вузы, что в Луганске есть медицинский университет имени святителя Луки, что и в Донецке есть медицинский университет имени Максима Горького. Это очень интересное, в честь Максима Горького назвали университет именно медицинский. Значит, сейчас туда активно едут и преподавательский состав, который усиливает кафедры, потому что мы понимаем, что часть специалистов, они уехали на территорию Украины, и, понятно, оголилось ряд направлений. Следующий момент, значит, вот те, еще раз повторюсь, десанты, которые есть, у них две цели. Первое — это оказать помощь, второе — это организовать мастер-классы.
Обучить. Да, мы 7 числа, вот у нас было совещание на уровне Общероссийского народного фронта вместе с Леонидом Михайловичем Рошалем, где я выступал, как раз говорил о тех проблемах, которые есть на Донбассе, с чем мы столкнулись. Там были очень колоритные выступающие, там доктор Парадеус, например, известный аллерголог-иммунолог Андрей Петрович. Он тоже говорил о том, о чем же мы же и говорили. Это маршрутизация дальнейшая. То есть, да, мы выявили, мы определили, да, а дальше-то куда пойдет ребенок? Но у нас в офтальмологии было несколько все-таки проще. Мы взяли под ключ пациента с нуля, довели его до операции, значит, провели ее, и дальнейший осмотр тоже завершен был, и, соответственно, человек увидел все, то есть был полностью законченный случай лечения от начала до конца. Вот. А по другим специальностям это иногда проблематично сделать на Донбассе. И вот сейчас задача вот как раз высокоспециализированную помощь там улучшать. Мы с коллегами были в Луганске, там армия России построила замечательный госпиталь прямо на территории Луганской республиканской клинической больницы. За 3 месяца он был возведен, он по принципу таких ковидных госпиталей, но мы зашли туда и обалдели. Знаете, вот такие условия хорошие, да, и оснащение создали, и оборудование новое. То есть сейчас вот задача по маттехбазе. Следующий этап — это специалисты. И, соответственно, уже самостоятельно республики, я думаю, там, в течение 2-3-летнего периода смогут выйти на эти рельсы работы. Вот опять же, Накин Николаевич был вместе со мной в этом госпиталь, мы как раз были за пару дней до его официального открытия, то есть там, как говорится, еще нога не ступала пациента, и смогли вот насладиться той атмосферой, которая там царит и будет царить, потому что, ну, супер. Мы бы хотели тоже такой госпиталь. Андрей Петрович, расскажите, вот вы же говорите, то, что в Кировской центральной городской больнице это там оборудование очень старое, да, вот 85-го года. Скажите, а вы, получается, с собой, да, взяли оборудование, привезли, или как это все было организовано? Да, значит, главное... Все ли целым вернулось? Это же достояние республики. Вот сидит достояние республики, и оно вернулось целым. Вот, это самое главное. Знаете, железки там, и так далее, это все расходный материал в любом случае. А человек, который на этом работает, вот это самое главное в любом случае. И все вернулись в целости и сохранности. Что касается медицинского оборудования, то эта заявка была со стороны как раз Донецкой Народной Республики в адрес Александра Сергеевича. Мы несколько раз с ним просто проговаривали этот вопрос, каким образом, какое оборудование будет доставлено. Был ряд дан поручений по выделению средств через компании, это все делалось, и компании, соответственно, помогли, спонсорскую помощь оказали, и мы этот груз необходимый доставили до города Кировска. С этим была очень большая проблема по логистике, потому что он дошел до Москвы, как бы все хорошо, а вот дальше это всегда проблема. Да, как завести все это на территорию Кировска. Тем более, что мы начали этап-то делать еще до референдума. Так, значит, там были и таможенные посты, и через границу да, вот эти все моменты. И у нас груз подзавис около 2 недель, наверное, вот между Москвой, Ростовом и Кировским. И приходилось просить поспредства, за что им отдельное спасибо руководству Андрею Сандоминовичу, за то, что оперативно эти вопросы мы решили все-таки. И оборудование пришло за 1 день до нашего туда приезда. Мы вот как раз приехали чуть раньше десантом, все поставили, и было что показать и на чем работать, самое главное. Да, я по своему опыту тоже скажу, то, что когда вот мы тоже работали в Кировском, у нас были определенные проблемы через границу. Ну, вы знаете, да, там на Успенке всегда там километровые очереди. И вот наше постпредство очень оперативно и организованно прямо отправляли списки, с кем-то договаривались там. И в итоге наши стройматериалы без проблем сразу приходили там, ну, там, как бы, ну, грубо говоря, да, подъезжает, бумагу показывает, вот строительство, оказание шефской помощи, Республика Саха-Якутия, да, все, да, проезжайте. И там, главное, вот наши фуры все проезжают, и там мужики стоят, там, ну, как-то это неудобно, конечно, получается, ну, что делать? Ну, то есть до указа были определенные, скажем так, проблемы, да? Да, конечно, были проблемы, потому До указа что через границу нельзя было провозить товары вот двойного назначения, и как бы стройматериал это же как бы объемный как бы, ну, груз, да, поэтому там и досмотр, и там и документация, и таможенные посты, как бы все это было время.
Можно вот задать вопрос нашему гостю Николаю, нашему коллегу, другу? А вот как раз у нас по работе с добровольцами, по работе с нашими мобилизованными, да, мы в курсе, что у нас несколько штабов открыто по всей России, в том числе в Москве. Вы несколько раз были именно туда, встречались с нашими военными, нашими доблестными ребятами. Вот как это организована работа, вот как рассказали, как они туда доставляются и так далее. Вот материальная помощь наша, то, что здесь собирается, как доставляется, и там какие, может быть, проблемы есть, или все, как это организовано, вот интересно. Да, ну действительно, мы с первых дней специальной военной операции, общественники начали помогать, и правительство это сейчас возглавило уже, сейчас создан единый координационный центр, который возглавляет Андрей Сандоминович Федотов, и мы уже все работаем в одной связке. Действительно, проблемы тоже имеются. Вот, например, сейчас из-за того, что средства уже выделяются республикой, вот, а дополнительное оборудование, оно, например, доходит до воинской части, и там необходимо, чтобы воинская часть приняла это оборудование, чтобы там была печать. Вот. И ребята уже на передовой, они уже сейчас говорят, что то, что приходит к военному начальству, они не всегда доходят до именно якутян, потому что у командира подразделения есть свое видение, но он конкретно знает, что кому нужно. Да? И поэтому вот эта помощь, сейчас такая проблема у нас возникла, что ребята говорят, вот вы помощь дали, а нам не дошло. Но со стороны рядового бойца до него не дошло, но со стороны командира, он больше, конечно, знает, что дошло, не дошло. Да. Но здесь, если бы отправляли это через общественные организации, оно было бы легче. Мы бы сразу отдали вот непосредственно бойцу. Да. Но с другой стороны, здесь смотреть по тому, что необходимо, это тоже здесь надо, ну, как бы двойной вопрос. Но централизация же, в принципе, может решить. То есть не только Якутия же участвует в подобной работе. Другие регионы же тоже включаются. В принципе, если бы централизованно как-то потом раскидывать общий котел. Ну, например, вот по Барсу-2, да, где у нас служат, это Барс, боевой армейский резерв страны, где добровольцы служат из нашей республики, там было сперва где-то 80% якутян, сейчас это количество снизилось до, наверное, 30-25%, вот, остальные уже мобилизованы, ну, добровольцы из других регионов. Вот, там, например, другие регионы им не помогают, только идет помощь от республики. Вот, сейчас ребята тоже запросили пикапы, вот, этот вопрос через оперштаб и РКЦ решается, ну, на следующей неделе должен решиться. Вот. Получается, весь груз доходит до отряда, ну, до Барса-2, до отряда, получается, и распределяется между не только якутянам, но и всем, да, получается. всем, там, получается, да, всем. получается, республика оказывает не только помощь якутянам, но и, получается, другим регионам. Да, тем подразделениям, где служат якутяне, вот так можно сказать. Вот. Ну и сейчас созданы опорные пункты, это в Крыму, в Ростове, в Донецке и в Москве. И оттуда вот из этих опорных пунктов уже идет снабжение наших ребят. Не все так гладко, как хотелось бы, не все так хорошо, как хотелось бы, но сейчас процесс поставлен, и я думаю, что недели через 1-2 недели это все будет более-менее в таком нормальном виде. Начинать, как всегда, да, это И сложно. вот вы как человек, который были там на месте, народ, население как настроен вообще? Ну вот по Кировское вот ребята рассказывали, да, что вот у них вот такое оборудование старое, а Кировское это на самом деле очень хороший город, ну, по сравнению с теми, которые еще есть в ДНР, потому что у них есть шахта комсомолец Донбасса, вот, и вот здесь говорили, что у них там платные операции, у них средняя зарплата 15 тысяч рублей же. 12-15 тысяч рублей, и, конечно, а цены у нас, ну, не так Сильно отличается от наших, да, не в 2 раза, где-то в 1,5 раза только, да. И это еще главное вот этот город, который имеет шахту, то есть производство у них есть, да, и они есть экономика. Экономика есть, да, а есть же города, у которых нет экономики вообще. Там поля все заминированы, и они не могут ничем заниматься. Вот такие тоже есть. Там еще хуже. Поэтому люди вот очень хорошо относятся вот к нашей республике в Кировском, да, потому что, ну, видят, что наконец-то вот люди начали общаться, и, например, у них, ну, я как общественник это могу сказать, у них администрацию не выбирают. То есть администрация назначается с Донецка. Поэтому, ну, руководителю этой администрации не обязательно встречаться с людьми,
с ними разговаривать, там встречи проводить. У него есть начальник один. Поэтому там руководство работает вот этого города, оно работает, скажем так, по-другому, не как у нас. Мы же привыкли, что вот как это с нами не встречаются, что за дела, вот по этим, да, выезды там этот. И там даже вот было то, что, да, наши начали встречаться, ну как, привыкли работать, и администрация сказала, что вы, ребята, встречаетесь с нашим населением населением, общаться да. начали. Да, у вас есть задание реконструкции, заниматься строительством, да, занимайтесь этим. Вот. Ну да, вот хотелось бы отметить, да, вот администрация города Кировска, она все-таки в какой-то степени она все равно встречается с населением. Вот есть такое понятие, как народный сход. Вот у нас такого нету, но там по определенным дням работники администрации собирают народный сход, и, допустим, из одного жилого дома выходят жители этого дома, и они там говорят свои проблемы. Вот здесь у нас крыша протекает, у нас здесь крыльцо сломано, надо сделать. И они все как бы фиксируют это, и уже в процессе там как-то своими силами уже это делают. То есть полностью не замкнуты, да, скажем, на своих задачах. Все-таки какая-то обратная связь есть? Конечно, Какая-то да. есть, да. Но есть. не так, как у нас. Ну, не так, конечно, как у нас, да, там, у нас, там, не дай бог, там что там, там сразу там бой в интернете и тому подобное. Но хотелось бы отметить то, что вот когда вот якутская делегация в начале, весной, когда вот приехала, мы начали ходить на народные сходы, и у нас сразу сделайте забор, сделайте здесь дороги, сделайте фонарик, в общем, дверь здесь окно поменять. Ну, как бы такие просьбы были изначально. Потом мы начали всем объяснять, то, что все-таки у нас глобальные задачи стоят. Сделать объекты ЖКХ, соцобъекты, жилой фонд, который конкретно был поврежден, да, вот, от обстрелов. Поэтому, как бы хочется сказать то, что все равно администрация города своими силами пытается помочь в ремонте непосредственно жителям города. И вот там, еженедельно, кажется, я не могу сказать точно, либо несколько раз в неделю они делают такие народные сходы и встречаются. Так, в населенных пунктах, которые достаточно близко к линии соприкосновения, да? Как врач, как высококлассный специалист, насколько это непривычно, когда что-то летает, что-то взрывается? Пока мы были в поездке, пока шел наш путь, мы уже видели пролетающие самолеты, уже слышали все эти звуки, обращали на все это внимание, но как только началась работа с пациентами, операции, как-то это все очень быстро ушло на второй план. И, не сильно мешает. Да, как-то вот мы к этому привыкли. И мы видим, что все население, с которым мы общаемся, они тоже спокойно на все это смотрят, и мы тоже спокойно на это стали смотреть. А так, конечно, все слышно, летает, грохочет. Достаточно близко. Не, ну надо сказать, что в больницу был прилет. Да, и в эту, прямо в больницу? Прямо вот Луганскую? Донецкую. В Луганскую в сам корпус не пострадал, потому что его поликлиника закрывала, там стреляли с аэропорта Луганского, и как раз снаряды не могли попасть в главный корпус больницы. А так в саму Кировскую больницу прилеты были, есть и фото доказательства этого, там все окна были выбиты, там люди погибли. Это до вас? Это до нас, слава богу. Вот. Значит, сейчас вот процесс восстановления активно идет. Якутия как раз там и крышу восстановила, и лифт вот сейчас заканчивается, монтажные работы. Мы вчера буквально с главным врачом больницы разговаривали. Говорит, сейчас как раз пусконаладочные работы идут, кабину уже поставили. Вот. Ну и сам факт, что бьют-то и по лечебным учреждениям. Там и в школу прилетало, и в Дом культуры прилетало, в храм попали, когда там служба шла, 3 человека погибло. Сейчас этого храма нет. То есть вот о чем мы говорим, да? Когда там сейчас по Киеву бьют точными попаданиями исключительно по объектам инфраструктуры, да, и по жилым домам, и по больницам никто нигде не бьет. И это же видно, даже украинские власти признают, что да, у нас конкретно по объектам инфраструктуры, да, которые могут использоваться для тех же самых военных заводов, там, для ВПК и прочих вещей. А здесь-то была обратная сторона. Вот у меня вопрос, да, вот, Иван Петрович, вот вы поедете еще раз на Донбасс? Есть ли... Я знаю, что мужество у вас есть вообще. Творчески. И еще дополнение, да, какое-то вот беспокойство, волнение.
Ну, понятно же, прилеты там, вы сами сказали, да. Было ли такое, вот, когда вы поехали? Страх не могу сказать, потому что вы же мужественные люди. На Горловском направлении там была Ардуэль, ваш первый, я помню. Волнение это, безусловно, конечно, было, да. Мы же все люди, и у всех есть эмоции. Я уже говорил, что мы поехали чуть раньше, чтобы подготовить к визиту бригады, вот, оценить обстановку на месте. Вот когда въезжали на территорию, конечно, так ехали, смотрели все. Разрушено, да? Ну, конечно, оно может быть даже такой запустелый вид был, очень контрастно. Вот когда переходишь границу, и Сулустан прекрасно может подтвердить, ты едешь там по ростовской трассе, все хорошо, знаки, там все отбойники, да, так вот все асфальт. Только переходишь границу, и вот попадаешь, как вот такая небольшая сельская дорога, так, ну, деревья, ни отбойников, ничего, ну вот и ты по ней едешь. Ну вот контрастность ощущается. Но надо сказать, что сейчас активно там строительство дорог идет, восстановление идет, это очень хорошо, потому что сама территория небольшая, вот мы там с Кировского до Луганска за час 40 доехали всего лишь, ну, чуть как у нас там, да, до Намцев там чуть дальше, да, до Тюбя, и ты уже там, да, то есть все рядом, а это уже два разных субъекта Российской Федерации. И моменты вот, конечно, были, когда ты, самый, наверное, вот, когда волнительный был момент, когда к тебе заходят военнослужащие там со стволами, да, и ты не знаешь, что у него на уме, он там, мне помощь надо оказать, а у него здесь, ну, как бы вот в этот момент, конечно, немножко это волновался, да. Непривычно. Было. Вот. А насчет поездки, ну, пусть Иннокентий Николаевич скажет, поедет он еще раз или не поедет. Иннокентий Николаевич. Я с удовольствием поеду. Ну, вот, как только я услышал информацию первую, что вот что-то собирается, это произошло задолго до выезда. Подготовительная работа долго проводилась. Я уже сразу для себя решил, что я поеду. И ждал, когда вот набор объявят. Да. Не знаю, это мне, например, было бы тяжело, если бы поехал кто-то другой и остался здесь. Мне было бы не по себе. Вы бы не поняли. Я даже как-то не рассматривал какое-то чувство страха и так далее. Все, я должен поехать. Все. Вот как только начался набор, я подошел к Ивану Петровичу, сказал, что я желаю поехать, и все получилось. И если будет еще одна поездка, я, естественно, тоже поеду. Иннокентий Николаевич сам изъявил желание. Вот это очень для меня было важным, что человек просто пришел и сказал, я слышал, что планируется, я хочу поехать. То есть никаких не было там предложений сначала с моей стороны, потому что сначала надо было вообще понять, кого, куда, чего, да, а тут вот... Ну, это же, скажем, не такой, не уникальный случай в якутском здравоохранении. Просто есть пример Назара Мусова, который не только, скажем, в составе бригад, оказывающих помощь населению, он прямо на передовой выполнял функции, свои функции врача, да? То есть военного врача. Так что я думаю, что наши якутские медики, сколько бы их ни критиковали, и кто бы их ни критиковал, даже я, да, все-таки они в этом отношении молодцы. А я говорил как раз об этом, что писало очень много людей, и показывают очень хороший желают, пример служения. Ведь Родина это все-таки, ну, не только там, где вот наши Аласы, там, Тюбя тот же самый и так далее. Родина, страна у нас большая, от Камчатки до Калининграда. Да. И здесь вот надо, я дополню, да, тут надо понимать, что у нас очень много людей, которые могут, хотят выехать, помочь чем-то, искренне, вот, сердцем, но надо быть еще готовым к тому, что там будет. Как действовать при обстреле, как делать первое, ну, у врачей это не стоит вопрос, но как оказывать первую врачебную помощь, вот, и сейчас у нас создан штаб под руководством Черкашина Ивана Петровича, наверное, многие там были, где готовят инструктора, ребята, которые уже там побывали, они готовят, ребята, вот они готовили сейчас наших добровольцев, и сейчас вот наш вот третий отряд уехал, сейчас идет набор других добровольцев, и они тоже готовят ребят перед выездом, то есть
можно у них пройти первоначальную подготовку для того, чтобы быть готовым в той ситуации работать. Ну и хочется все-таки поблагодарить наших медиков за то, что проявляют свое мужество, свою смелость и выезжают в командировки на территорию, где находится военное положение. Дорогие гости, участники передачи «Редколлегия», спасибо большое за то, что пришли, спасибо за то, что вы высказали свое мнение, уважаемые зрители. Это была передача «Редколлегия», и я, Сулустан Заболоцкий. До свидания, увидимся еще чуть позже.